На Петербургском международном экономическом форуме гостиничный оператор России «Космос Хотел Групп» выразил заинтересованность в строительстве отеля в Ингушетии, сообщил глава региона Махмуд Али Калиматов в своем телеграм-канале. Глава подчеркнул, что сотрудничество с компанией имеет огромное значение для республики, особенно учитывая ежегодный рост турпотока в Ингушетию. Новые комфортабельные гостиницы, несомненно, привлекут еще больше туристов, написал глава. В селе Алхасты ведутся работы по улучшению качества электроснабжения. По обращению жителей села завершена замена опор и линий электропередачи. Установлено 14 новых опор ЛЭП и проложен новый провод. Ранее на этой улице был проложен новый водопровод, а в будущем планируется ремонт дороги. В селе Южное ведется строительство первого детского сада на 120 мест. Уже завершены работы по укладке фундамента, возведена ограда. Проект детского сада предусматривает 2 этажа с подвалом. Предусмотрены просторные групповые ячейки, медпункт, пищеблок, а также залы для занятий музыкой и физкультурой. В детском саду будут созданы комфортные условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам Госдума начнет рассматривать на следующей неделе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Володин на пленарном заседании Госдумы в четверг сообщил, что фракция «Единая Россия» подготовила законодательную поправку в соответствии с поручением президента, высказанным на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге об индексации пенсий работающих пенсионеров. Сегодня в ИНГУ началась приемная кампания. В этом году университет предлагает 41 направление подготовки бакалавриата и 19 магистратуры. В этом году абитуриенты могут подать документы на 8 новых направлений подготовки бакалавриата: плодоовощеводство, специальная психология, дефектология, арабский язык, медицинская и фармацевтическая химия, реконструкция и реставрация архитектурного наследия, перспективные информационные технологии, технологии искусственного интеллекта и анализа данных. И 4 новых направления подготовки магистратуры: адаптивные системы земледелия, селекция и семеноводство, дефектология и эколого-географическое образование. Постановление о едином образце удостоверения многодетной семьи внесено в правительство, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина. Она отметила, что единый образец удостоверения важен в том числе потому, что многодетная семья может использовать его для бесплатного посещения музеев, выставок, парков культуры и отдыха в любом регионе страны. Россияне, которые нуждаются в социальной поддержке государства, могут не попасть под отмену комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг, если лицевой счет открыт не на них, сообщила старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХИКС Александра Бурдиак. Закон, отменяющий банковские комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг для физических лиц, нуждающихся в соцподдержке, вступает в силу с 1 июля. Согласно распоряжению правительства, мера относится к многодетным родителям, пенсионерам, инвалидам, ветеранам боевых действий, а также членам семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.